если успели приобрести цветной телевизор. Исключительно смешное, если обладаете повышенным чувством юмора. Исключительно музыкальное, если у вас утонченный слух. И к тому же необыкновенно напряженное. Людям нетерпеливым, со слабыми нервами смотреть, пожалуй, не стоит. Удивительная наша история о легендарном Алдаре Косе, что в переводе с туркменского означает «безбородый обманщик», об его мудром осле и о толстяках, один из которых нехороший жадный человек, другой хороший и щедрый человек, а также о бородатом молодом даровании, попавшем в Туркмению по чистому недоразумению. И все это с песнями, танцами и погонями. Никогда я не грущу, и любовь, счастье ваше разыщу и защищу. Жидковата борода, но так что же не беда, ведь такому хитрецу, и она вполне к лицу, ведь такому хитрецу, и она вполне к лицу. Веселый, безусый, никогда я не грущу, и любовь, счастье ваше разыщу и защищу. Копит злобу весь свой век, нехороший человек, но поверьте мне, друзья, это все улажу я. Но поверьте мне, друзья, это все улажу я. Веселый, безусый, никогда я не грущу. Под туркменским солнцем есть, конечно, певцы получше Алдара Косе. Об этом не стал бы спорить и даже он сам, известный спорщик, хвастун и балагур. Но поет Алдар Косе только для собственного удовольствия. И всю неизведанную глубину его таланта может постичь одно существо на свете. Его друг, несущий на себе тяготы бесконечных странствий, включая живой вес самого Алдара Косе. Исполнение эстрадных песенок – не единственное хобби нашего героя. Увлекается он и кинематографом, счастливо сочетая в себе сценариста, режиссера, оператора, зрителя, критика и киномеханика. Итак, ранним утром, выпив натощак зеленого чая и сказав «Бисмиллах», что в очень вольном переводе означает «поехали», Алдар Косе принялся смотреть свой фильм. Как нам сообщил сам Алдар Косе, танец, который вы сейчас видите, выражает древнюю мысль о том, что он, пастух Мерет, и она, бедная девушка Эне, бесконечно любят друг друга, и потому пройдут все испытания судьбы. Испытания вы увидите несколько позже.
внимание, сейчас произойдет самое страшное в этой картине. Бедную девушку Эне похитят нехорошие люди, которые такое романтическое дело, похищение чужих невест, сделали своей профессией. Жили эти нехорошие люди давно, лет 200 тому назад. И потому Алдар Косе, хитрый человек, перевел стрелки своего особого спецбудильника ровно на 2 столетия назад. Так он со своим другом пересек границу времени и оказался в минувшей эпохе, когда царили произвол, феодально-байские привычки, отсутствие информации, бездорожье и беззаконие. Для чего? А для того, чтобы помочь несчастному пастуху Мереду, которого нехорошие люди не только обидели морально, украв у него невесту, но и успели изрядно поколотить. Волшебные силы живой воды подняли Мереда на ноги, вернули ему бодрость духа в столь бедственном положении. Когда же Меред понял, кого он видит перед собой, он успокоился окончательно, ибо знал еще с детства, что никакое дело, за которое берется Алдар Косе, не может быть проиграно. Предоставив безбородому обманщику полную свободу действий, отправился к друзьям-пастухам к дальнему колодцу. В этом, как видите, помог ему друг Алдара Косе, набрав скорость, приближенную к скорости Джейрана. Особое электронно-телепатическое устройство, заключенное в боковом отсеке будильника Алдара Косе, обеспечивало возможность путешествия не только во времени, но и в пространстве. И таким образом Алдар Косе очутился возле каравана, сделавшего привал у горного ручья. Некоторые бараны уже успели пропеть свои лебединые песни и достаточно хорошо сварились в котлах и жарились на шампурах. Восточные легенды не сохранили собственное имя этого человека. Назовем его нехороший толстый человек. Этот человек обладает отменным аппетитом и дурной привычкой воровать чужих невест. Пока бедная Эне, скрытая от людских глаз, плакала в свадебном кеджебе, кеджебе — это занавешенный со всех сторон одноместный шатер на горбу верблюда. Так вот, пока она там плакала, нехороший толстый человек пировал и веселился. Он съел все, что только можно было съесть. И бедным людям, погонщикам верблюдов, ничего не оставалось делать, как тоже веселиться вокруг пустой чашки из-под плова.
Нехороший толстый человек, откровенно говоря, ничего не понимал в искусстве. Но раз уж так принято, что на свадьбах играют музыканты, он терпеливо слушал дутариста, чтобы не прослыть невеждой. А ведь это был поистине замечательный дутарист. Вы только внимательно вслушайтесь, какое богатство мелодий и ритмов можно извлечь всего из 2 струн. В те далекие времена еще не знали силы аплодисментов, и поощрение искусства выражалось грубо и материально. Этот Бахши народный певец, поет песню о прекрасной девушке, достойной любви самого стройного и самого смелого юноши. Такой сюжет, как вы сами понимаете, не мог понравиться нехорошему толстому человеку, и, грубо прервав артиста, тот закричал: «Замолчи! Пошел вон, сын козла и ослицы!» И, конечно, такими плохими словами обидел старого Бахши. Нам же не стоит расстраиваться, потому что Бахши еще споет эту песню для более достойных людей. Сообразив, что пониманием искусства, душевной тонкостью ему не завоевать сердце невесты, нехороший толстый человек решил поразить ее воображение грубой силой. И он сказал: «Туфли!» И потом добавил: «Бороться буду». А слуга тут же по привычке закричал: «Эй, люди! Люди! Кто осмелится бороться с нашим непобедимым баем, тому наш щедрый бай дает халат». И он еще долго-долго кричал о щедрости и могуществе своего хозяина. Алдар Косе на твою неумную голову. Но Алдар Косе, обладавший прекрасным свойством появляться именно в тот момент, когда он более всего нужен, начал действовать самым умным образом. Он, конечно, знал, что неподалеку спит богатырским сном пастух. И кто же, как не свой брат-пастух, может помочь Миреду? О чем с этим юношей говорил Алдар Косе, мы не знаем. Но вы видите, как они решительно направились к тому месту, откуда несутся крики. Неужели же в нашем роде нет достойного борца, кто бы осмелился помериться силами с непобедимым? И наш господин не мужей видит перед собой, а женщин с наклеенными бородами. Вот тот человек, который осмелился бороться с непобедимым, сказал Алдар Косе. Сказал толстый нехороший человек и при помощи пояса продемонстрировал свою силу, чтобы напугать Пальвана. Пальван — это борец. Пальван одобрил силу толстого нехорошего человека, но и показал, на что сам способен.
В старину тоже любили спортивные состязания и также темпераментно проявляли свои чувства, как, скажем, на футбольном матче в нынешние времена. Этим и воспользовался Алдар Косе. Никто не заметил, как он, не теряя драгоценного времени, поднял верблюда и направился в пески к Дост-Кую, колодцу друга, где в тревоге его ждал Мирет. А влюбленного Миреда в это время Чебан отвлекал от грустных мыслей игрой на туйдуке.
Как и следовало ожидать, Алдар Косе вполне удачно завершил свои дела в позапрошлом веке. Порадуемся и мы вместе со всеми, что так все хорошо вышло, и дослушаем песню старого Бахши, так грубо оборванную нехорошим толстым человеком. Помните? Ormanın atmayanın üstünde ülkenin başını itti devirdi. Yerden öpten götürdüm kararım. El hepim kararım. Ayna Ali kıyarısın kararım. Beranım. Ülkemine apakım aradım, el hepim aradım. Kâte derdim ağzım elindi. El hepim neydeyim, И снова Алдар Косе пересек границу времени и опять очутился у нас в настоящем. Чуть ли не все человечество, и, что самое печальное, даже сам Алдар Косе совершенно несправедливо считают осла упрямым животным. Какое это долговечное заблуждение. Только поистине законченный упрямец может уговаривать благоразумное животное поменять бескрайние просторы пустыни на какую-то жалкую ленточку раскаленного асфальта, от которой несет парами отработанного бензина. Так думал осел, но не решался это высказать Алдару Косе из чистой вежливости. Ну, рукоприкладство никогда не было сильным аргументом в споре. «Посмотрим, далеко ли ты уйдешь один», — сказал осел громким шепотом. Но Алдар Косе, к несчастью, не расслышал этих слов и ушел. Ушел один, тяжко страдая от мнимого предательства своего друга. Ах, как много еще в жизни взаимного непонимания.
Что же это вы, уважаемый, в такой задумчивости гуляете? По шоссе, где мчатся на большой скорости механизированные джигиты. Чувства мои расстроены, уважаемый джигит. Потерял я лучшего друга, животное, именуемое ослом. Вот и бреду я с тяжестью на сердце, чтобы закончить свой путь в горьком и печальном одиночестве, сказал Алдар Косе. Что-то лицо мне ваше знакомо. Слушайте, позвольте поинтересоваться, а не Алдар ли Косе вы будете? Он самый, ответил расстроенный Алдар Косе, чем привел в удивление опять-таки толстого, но на этот раз доброго механизированного джигита. А вы не обманываете? Клянусь бородой. Я слышу ответ, достойный Алдара Косе. Алдар Косе, мой любимый веселый обманщик. Ну как же можно расстраиваться из-за какого-то осла, сказал добрый толстый человек и поспешно побежал. Вот, дарю. До свидания, Алдар Косе. Постойте, а как же вы? А я хочу Волгу выиграть, ответил добрый толстый человек и побежал к своим приятелям. До свидания. Это очень хороший мотоцикл, лучше осла, во всяком случае послушнее. До свидания, Алдар Косе, до свидания. То ли мотоцикл не привык к новому хозяину, то ли хозяин к мотоциклу, но сюрпризы техники, как говорится, не заставили себя ждать. Мотоцикл заглох. Но не будем забывать, что Алдар Косе долго беспомощным оставаться не может. Помощь должна появиться с минуты на минуту. А вот и она. Точнее, они. Людей столь решительных и веселых даже Алдару Косе давно не приводилось видеть. Сейчас для вас пою песню интересную мою. Этой песней солнце над песком качается, прожигая небо колею. В этой песне солнце над песком качается, прожигая небо колею. Ла-л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 а, хей, ла-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 ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, хей, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
гляди на свой родимый край. Не стишок и хлопот, и стада несчетные, что душе угодно выбирай. Не стишок и хлопот, и стада несчетные, что душе угодно выбирай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла, хей, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла, хей, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла. Голубая сказка жарких стран, ведь давным-давно ушел в туман, и нет его глубоко последний караван. Ведь давным-давно ушел в туман, и нет его глубоко последний караван. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла, хей, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла, хей, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ле-ла-ла-ла. Единые силы. И Алдар Косе в хорошем распутчино прибыл в столицу, в город Ашхабад. В столице можно увидеть все, что хочешь, даже знакомых 200-летней давности. И, наверное, эту девушку зовут по-другому, и другие у нее знакомые, и она даже не знает толстого нехорошего человека, но все равно девушка эта Тене. Так решил Алдар Косе.
Вечером в столице происходит очень много удивительных историй. Но разве не удивительно, что, возвратившись из старых времен, всю компанию и самого толстого нехорошего человека можно увидеть сегодня в театре оперы и балета, где он почти каждый вечер показывает того толстого нехорошего человека. А разве не удивится даже самый уравновешенный гражданин, увидев вдруг самого себя на осле, правда, на осле совершенно незнакомом. Такое, кого хочешь, повергнет в изумление. Все, что произошло в дальнейшем, Алдар Косе относит исключительно за счет творческих работников. Ох, как много их оказалось в городе Ашхабаде. Одному понадобилось показывать Алдара Косе в театре, другому еще где-то. Между прочим, это как раз тот самый бородатый человек, который попал в Туркмению по недоразумению. Сперва Алдар Косе даже не разобрался, куда его тащат. Шустрый человек говорил очень вдохновенно и невнятно. Вот послушайте. Переводу его речь не поддается. Вот ее краткое содержание. Алдар Косе, говорил он, ведущий в его первой телевизионной передаче. И если он, Алдар Косе, не спасет его, молодое дарование, то оно, молодое дарование, навек обидится на него. Алдар Косе. Поняли? Удивительные творческие работники в удивительном городе Ашхабаде. Дай поуже еще! Пятерку на дверь! Быстро сохрани его на осла! Быстро! Возьмите. Уйдите из кадра. Начали.
вечер первой нашей встречи был прославлен и прозрачен воздух, и крупнее опозили звезды. Был прохладен и прозрачен воздух, и крупнее опозили звезды. Сколько раз встречались мы до ссоры, может, 20 раз, а может, 40, а потом мы встретились последней, той прощальной ночью, ночью летней. А потом мы встретились последней, той прощальной ночью, ночью летней. Может, сможет мне помочь моей печали. Вот уж снова скрипки грусти зазвучали. Вижу ближе парк душистый и зеленый. Помню, помню поцелуй под сенью клена. Помню все, как сейчас, каждый день и каждый час. Ты лежи своим любимым, пронесла с рассветным дымом, что теперь осталось мне ждать и не забыть совет мне о потере, о любви ушедшей, но я верю, что пройдут ненастье брови хмуря, что любовь вернется вместе с бурей, что пройдут ненастье брови хмуря, что любовь вернется вместе с бурей. Он вернется, он придет за мною, снова стану я его судьбою. Ветер нашей встречи он посеял, раскололся бурей, я сумею. Ветер нашей встречи он посеял, раскололся бурей, я сумею. Внимание, проекция, дайте готовность пленки. Готово. Тань скучно.
Третья камера в эфире. Песня «Воспоминания о любимой». Не задави! Осторожно! Ну, иди. Ну что, начнем? Сейчас. Фу. Ну, мотор. 104 второй. Давай!
Вот какие события произошли в тот памятный столичный вечер. А теперь давайте посмотрим, что было дальше, потому что настало утро. А утром пустыня выглядела во всем своем великолепии. Дул суховей, и не то что глядеть не было возможности на дорогу, но и дышать было никак нельзя. Если бы не богатое воображение Алдара Косе, скучать бы ему одному посреди песков. А так ему представилось зрелище, которое он сам сочинил, когда прочитал однажды в газете заметку о людях редкой профессии – змееловах.
Мудрый осел все это время стоял на прежнем месте, как монумент собственной принципиальности и благородства. Когда он увидел хозяина, в нем от радости запели все струны его тонкой души, но вида осел, конечно, никакого не подал, потому что терпеть не мог сантиментов. И Алдар Косе, в свою очередь, подумал про себя, что я без умного осла? Никакой я не Алдар Косе без моего осла, а просто так, обыкновенный человек на мотоцикле. И отпустил Алдар Косе с легким сердцем мотоцикл к своему прежнему хозяину, который, может быть, по чечаянию еще не выиграл в Волге. Ведь всякое может случиться. Аминь. Не вошли, но пою вам от души. Счастье, люди и беду, позовите, я приду. Счастье, люди и беду, позовите, я приду. Веселый бедусы. Вот ведь как хорошо заканчивается история, придуманная самим Алдаром Косе о себе, своем друге-осле, преданном мотоцикле и всех хороших и нехороших людях, встретившихся ему под туркменским солнцем.